14 декабря в Малом зале Башкирского государственного педагогического университета прошел республиканский конкурс «Слово Акмуллы», посвященный творческому наследию великого просветителя. Конкурс проводился в этом году впервые. Идея проведения конкурса принадлежит кафедре музыкального и хореографического образования Института педагогики. Мы очень долго вынашивали эту идею, но в процессе проектирования наши задачи расширились, и к нам присоединились факультет башкирской филологии, Институт филологического образования и межкультурных коммуникаций и художественно-графический факультет. Основными задачами конкурса явились популяризация наследия поэта-просветителя Мифтахиддина Акмуллы. А также мы хотели активизировать творческие силы республики для написания литературных произведений об Акмулле и музыкальных произведений, посвященных образу Акмулле. В конкурсе приняли участие более 430 талантливых школьников и студентов 24 колледжей и 4 вузов из разных городов и районов Республики Башкортостан. Участниками конкурса стали обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений, студенты образовательных организаций среднего и высшего образования, профессиональные литераторы, поэты и композиторы Республики Башкортостан. Участников конкурса приветствовал ректор Акмуллинского университета Салават Талгатович Сагитов. Творчество поэта глубинно, творчество поэта, на мой взгляд, еще мало изучено, еще много предстоит сделать. Основная мысль в поэзии Акмуллы, в его творчестве – это прославление просвещения и знания, да, потому что на самом деле только мы, грамотные люди, смогут дальше двигать нашу страну, наше общество, наш университет, только старающиеся люди смогут это делать. И мы обязаны с вами, уважаемые коллеги, я обращаюсь к студентам также, максимум приложить усилий, чтобы все то, что нам завещал великий поэт, великий мыслитель, мы реализовывали всегда, постоянно, начиная с детского садика, завершая школы и высшими учебными заведениями. Конкурсанты на суд жюри представили интересные творческие работы, разнообразные по жанрам, направлениям и исполнению. Участники выступили в свободном жанре, оформленном как поэтическая, музыкальная, вокальная, хореографическая импровизация, аранжировка. Также исполнили народные, современные, авторские песни, написанные на стихи Акмуллы. Жизнь поэта и окружающая действительность предстали перед зрителями в живописи и графике. Стихи Мифтахиддина Акмуллы прозвучали на башкирском, русском и иностранных языках. Вместе с партнером я писал текст, а он делал биты. И вместе мы написали отличную музыку. Музыка о Акмулле, там о его стихах. Если будешь стараться, то всегда у тебя будет успех во всем. Будем забирать приз, потому что мы выиграли на данном конкурсе, и мы очень рады. Это хорошая возможность для детей показать себя вообще с другой стороны. На уроке они просто участвуют, сидят, получают знания, а тут они могут показать всем, на что они способны. И думаю, это хорошая возможность по всем направлениям. Не только рассказывать стихи или петь песни. Новый свободный жанр. Наши мальчики вообще с удовольствием, с большим интересом все сами создали. И для меня это, например, новое направление. Я у них узнала, как это делается. То есть на телефоне они все это сделали, биты создают. И к этим битам они создали стихотворение и спели. Конкурсанты представили творческие работы по различным номинациям, а именно литературные, музыкальные, художественные, исполнительское мастерство, перевод произведений Мифтахиддина Акмуллы на иностранные языки. Нужно отметить большой интерес подрастающего поколения к творчеству Акмуллы, их желание осмыслить окружающую действительность через призму нравственных оценок Акмуллы и обращение к его философским стихотворениям. Я представляю афишу к стиху Акмуллы под названием «Башкиры, учитесь». Это, графическая, на компьютере выполнена и полигональной графикой. Я представляю работу в стиле гравюры на картоне по теме «Цвети родной Башкортостан». Изначально я ее так сделал. Получается, она состоит сразу из 3 картин.
На первой я изобразил башкирские травы, на второй башкирскую природу и на третьей башкирскую девушку. Все это отображает культуру Башкортостана. Лучшие участники были награждены дипломами лауреатов конкурса 3 степеней и памятными призами. Всего был отмечен 91 участник. Награждали победителей члены экспертного совета конкурса. Большинство молодежи не знает, кто такой Акмулла, и нет определенного интереса изучать наших философов и так далее. Поэтому я решил сделать более современную обработку народных таких мелодий и связать его с жизнью Акмуллы. И вот название взял как «Марш поколений», потому что непосредственно какие-то темы, которые касаются и нынешнего времени, и прошлого времени, это вечные темы, да, как говорится, они остаются на долгое время. Организаторы конкурса для участников также провели профориентационные мероприятия «Я в профессии», поэтический мастер-класс и мастер-класс «Практикум публичного выступления». Первый конкурс, посвященный творческому наследию Мифтахиддина Акмуллы, подтвердил как большую востребованность подобных мероприятий, так и безусловный интерес творческой молодежи и республики к художественному наследию великого поэта-просветителя.